В этом 2020 году исполняется 33 года со дня выхода в свет третьего тома словаря башкирских говоров «Западный диалект» и 32 года хрестоматии «Образцы башкирской разговорной речи». Доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом диалектологии и топонимики Ордена Знак Почета Института истории языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР, заслуженный деятель науки Башкирской ССР, главный научный сотрудник в 1988-2000 годах, выдающийся башкирский языковед и общественный деятель Нажиба Хайрзмановна Максютова, являясь руководителем проекта словаря башкирских говоров «Третий том. Западный диалект», совершил самый настоящий научный подвиг, сделав все возможное, чтобы издать его. Весь тираж третьего тома в количестве 800 экземпляров уже в начале декабря 1987 года поступил в Институт истории языка и литературы. Уже через год, в 1988 году, в пятом номере реферативного журнала общественной науки в СССР, серия 6 «Языкознание», был опубликован реферат старшего научного сотрудника Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР Трошиной, посвященный данному труду башкирских диалектологов. Это, в свою очередь, способствовало тому, что в скором времени о словаре узнала вся страна, после чего в Институт истории языка и литературы регулярно стали приходить письма с просьбой о приобретении третьего тома. Сегодня мы бы хотели определить значение ее большого вклада в изучение западного диалекта башкирского языка, ведь этому она отдала большую часть своей сознательной жизни. Функционирование третьего западного и северо-западного диалекта было официально признано лишь во второй половине 80-х, начале 90-х годов XX века. Однако так было не всегда. Например, до этого времени в башкирском языкознании официально признавалось функционирование лишь восточного и южного диалектов. Тогда сторонником такого жесткого подхода выступал известный советский языковед, тюрколог Ахнаф Ахметович Юлдашев, хотя отметим, что сам он был западным башкиром и автором ряда очень серьезных работ, посвященных башкирским говорам. Эту же идею в 50-х, 60-х годах прошлого века проводил в жизни башкирский языковед Жалиль Геннадьевич Кикбаев, считавший, что башкиры, издревле проживавшие в западных и северо-западных районах Башкирской ССР, в силу общественно-политических и экономических причин подверглись татаризации и говорят на одном из диалектов татарского языка. Ахнаф Ахметович Юлдашев в конце 80-х годов прошлого века переосмыслил свое отношение к третьему диалекту башкирского языка и официально признал его. Третий том, посвященный западному, вернее северо-западному диалекту башкирского языка, был издан только через 20 лет после выхода в свет первого тома словаря башкирских говоров. Итак, данный труд в содержательном плане делится на следующие разделы: введение, принципы составления словаря, словарь, список деревень, в которых собран лексический материал для словаря. Получается всего 4 раздела. Введение, написано ответственным редактором Нажибой Хайрзмановной Максютовой, представляет собой краткий очерк истории изучения диалектов и говоров башкирского языка. В нем дается характеристика основным языковым особенностям диалекта. Так, по чередованию гласных а, о, у, у, диалект в чем-то схож с аргаяшским, айским, восточный диалект, и их с акмарским, южным диалектом говорами. Например, ад, гумер, жизнь, урдак, ирак, утка. В западном диалекте вместо согласного с часто употребляется ч. Например, чирям, западный диалект, сирям, целина, силина, земля, восточный диалект. А вместо согласного х, согласный ч. Сараб, хараб, овса. Эти примеры могут стать хорошей базой для проведения исследований историко-этимологического характера и объектом изучения исторической фонетики. Другой фонетической особенностью западного диалекта является лабиализация, характерная для речи башкир сакмарской зоны, то есть языку башкир, проживающих в Кувандыкском, Сарыктарском, Тюльганском, Гаевском районах Оренбургской области. Базау, литературный базау, теленок, Багау, литературный багау, цепь, Бойма, литературный бойма, валенок и так далее. Также в нижнесакмарском говоре наблюдается частое употребление гортанного согласного «х» в начале слова «хат», литературный «хат», письмо «хабар», литературный «хабар», «весть», «хурмат», литературный «хурмат», «честь», «почесть» и так далее. В тухсаранском говоре вместе литературного «х» употребляется согласный «с». Например, «сагадак» литературный «гагадак», «аса», «сайрау» литературный «хайрау», «петь», «заливаться», «стрелю», «сюрат» литературный «гурат», «рисунок» и так далее. Полагаем, представленные изменения в области гласных и согласных звуков вызовут неподдельный интерес среди специалистов по описательной и сравнительной фонетике. В третьем томе успешно применена классификация говоров западного диалекта, автором которых выступила сама Нажиба Хайрзмановна Максютова. В нем выделяются следующие говоры: Гайнинский говор, говор башкир, населяющих Бардемский и Осинский районы Пермского края. Второй — северо-западный
Это говор 26 районов, которые образуют северо-западную зону нынешнего Башкортостана. Третий – Тук-Саранский, говор оренбургских башкир, проживающих в населенных пунктах бассейн рек Тук и Саран, Красногвардейский, Александровский, Новосергиевский и Переволодский, район Оренбургской области. Четвертый – Нижний Сакмарский говор, говор башкир, проживающих в бассейне нижнего течения реки Сакмара. Вот. Среднеуральский говор, Иргизский говор. Ну, в истории башкирской диалектологии было до этого, и есть несколько классификаций говора западного диалекта. Вот еще в 1991 году Царев Азумержанов в своей известной монографии «Северо-западный диалект башкирского языка» выделила 4 говора: караидельский, танупский, нижнебельский, икский, гайдинский. Надо сказать, что сам термин «северо-западный диалект» принадлежит нашему известному языковеду-диалектологу Тагиру Галямовичу Баишеву, который руководил диалектологической экспедицией Института истории языка и литературы в 1931-1934 годах и в 1954 году на севере и западе Башкортостана. Кстати, это отмечает сама Сария Фазуловна Миржанова в своей монографии. Но самое главное заключается в другом, а именно в охвате Сарии Фазуловны Миржановой очень большой территории для описания языка северо-западных башкир и ее значительном вкладе развития тюркской диалектологии. Другой башкирский языковед, диалектолог Нагиб Хаджи Ишбулатов в состав западного диалекта включал караидельский, танупский, нижнебельский, икский и гайдинские говоры. Однако тоже Нагиб Хаджи Ишбулатов еще в 79-80-х годах не признавал даже факта существования третьего диалекта, включая его в состав южного диалекта в качестве так называемого промежуточного говора. Рашид Закир Шакуров к 4 говорам, выделенным Сарии Фазуловной Миржановой, добавляет 5-й среднеуральский говор. Крайне на сегодняшний день следует считать классификацию, предложенную профессором Фирдауси Хисамиддиновой. Она также является сторонницей Сарии Фазуловны Миржановой, то есть выделяет в составе северо-западного диалекта 4 говора. Далее авторам вышеназванного очерка Нажибы Харзамана Максютовой дается краткая характеристика основных фонетических особенностей и других говоров западного диалекта, в частности, среднеуральского, ганинского и иргизского. Они тоже представляют определенный интерес. Раздел «Список деревень», в котором был собран лексический материал, включает 173 населенных пункта, расположенных на территории нынешних регионов России: Республики Башкортостан, Перецкого края, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Саратовской областей. Итак, согласно классификации Нажибы Харзамана Максютовой, западный диалект башкирского языка состоит из 6 говоров. Ганинский говор, как мы отметили ранее, распространен среди башкир, проживающих на территории Бардынского, Куюдинского, Осинского и Пермского районов нынешнего Пермского края. Традиционно эта территория проживания башкир представителей племени Гайна. Отсюда следует, что данный говор был изучен в свое время еще Сарией Фазуловной Миржановой именно на основе родоплеменного принципа. Надо сказать, что сам названный принцип описания говоров очень эффективен. Сария Фазуловна Миржанова обратился к нему в своей кандидатской диссертации «Кубалярский говор башкирского языка» еще в 1967 году. В истории башкирской диалектологии это было сделано впервые. К началу 60-х годов прошлого века кубалярский говор входил в юго-восточную группу говоров восточного диалекта башкирского языка. Его носителями считались башкиры племен Кубаляк и Теляв, а он был распространен на югу Челинского района и на севере Абзелилского района Башкирской ССР. В итоге удалось установить изоглосы кубалярского говора. Эффективность применения родоплеменного принципа в описании отдельного говора не вызывает сомнений, поскольку позволяет добиться системности в объяснении тех или иных явлений. Именно этого удалось достичь нашему башкирскому языковеду Фирдауси Хисамиддиновой в своей кандидатской диссертации и монографии «История башкирского языка. Материал по исторической фонетике». При описании ареалов распространения консонантных сочетаний башкирского языка типа сонорный плюс глухой, смычный, ЛТ, МТ, НТ, РТ, НК, он обнаружил, что первый южный ареал распространения сочетаний ЛТ, НТ полностью соответствует территории населения катайских и табынских родоплеменных групп башкир. Северный ареал консонантных сочетаний сонорных и глухих смычин совпадает с нынешней территорией расселения башкир. Но самое главное видится в другом. Сочетание типа сонорный плюс глухой смычный, характерный для башкирского языка, представляет собой изоглосное явление. На территории Башкортостана данная изоглоса распространяется неравномерно. По мере удаления от центра она исчезает. Говоря по-другому, перечисленные выше консонантные явления выполняют своего рода функцию показателя границ среднего говора южного диалекта башкирского языка. Значение указанной монографии Фирдауси Гильмуддиновой заключается в следующем. В ней на конкретном материале реализуется идея классификации говора башкирского языка именно на основе принципа живой разговорный язык, то есть говор отдельного рода или племени, который противопоставляется так называемому бассейновому принципу.
Действительно получилось, что бассейновый принцип доминировал в течение многих десятилетий среди башкирских диалектов. Например, из 5 говоров восточного диалекта 3 выделены именно на его основе. Это айский, мянский и кызылский говоры. Отсюда следует, что языковой диалектолог Максюта является сторонником применения бассейнового принципа. На сегодняшний день айский говор, как и 44 года назад, 1976 год, это год выхода в свет монографии Нажибы Харизамана Максютова «Восточный диалект башкирского языка», распространен в северо-восточной части Башкортостана по бассейнам рек Юрзянь, и это нынешняя территория Мечлинского, Дуванского, Салаватского, Белокатайского и Кайгинского районов Республики Башкортостан, а также Кусинский район с деревней Петрушкины. Вот есть такой подговор Батрюшкан или Штагер, знаете, наверное. В этом регионе издревле проживают такие родоплеменные группы башки, как Айле, Тбалят, Тарнахлы, Мардалар, Дуван, Хурсы и Царт. Получается, что территория айского говора в сугубо историческом плане считается средой обитания многих племен, у каждого из которых на самом деле есть свой собственный говор. Конечно, у бассейнового принципа есть одно заметное преимущество – это широкий охват диалектного материала. Но у него, к сожалению, имеется серьезный недостаток – это отсутствие должной системности в научной интерпретации собранного материала, особенно связано с объяснением того или иного исторического явления. Вот. Идея бассейнового принципа доминирует и в монографии Сариф Азуловны Миржановой «Южный диалект башкирского языка» и северо-западный диалект башкирского языка. Например, в южном диалекте к таковым относятся и сакмарские, и демские говоры. В северо-западном диалекте к их числу можно причислить караидельские, таныбские говоры. Среднеуральский говор башкирского языка отчасти распространен на территории Республики Башкортостан. Это 14 сел и деревень Мечлинского района Республики Башкортостан. В отдельных населенных пунктах Свердловской области. Эти территории являются местом проживания потомков башкирских племен Кушсо, Азгэ, Пэй. Среднеуральский говор башкирского языка был исследован языковедом Дельтолом Дельмухаметовым, который защитил на эту тему в 80-м году кандидатскую диссертацию и в 2006 году издал монографию «Говор среднеуральских башкир». Мы можем заявить, что, несмотря на само название этого говора, он был описан путем применения родоплеменного принципа. Представлены во введении туксаранской, нижнесакмарской и иргизской говор западного диалекта были выделены Максюту путем обращения к бассейновому принципу. Северо-западный говор получил распространение на самой большой территории. Сюда входят населенные пункты Аскинского, Караидельского, Бакалейского, Балтачевского районов. Всего 25 районов республики. Он занимает второе место в классификации Максютовой после ганинского говора. Вот. На наш взгляд, Максюту следовало бы применить термин «северо-западная зона говоров западного диалекта», что только усилило бы ее позицию как исследователя этого диалекта. Тогда бы туксаранские, нижнесакмарские и иргизские говоры образовали бы так называемую юго-восточную зону говоров западного диалекта. Тем более, что к этому времени подобный опыт описания в истории башкирской диалектологии уже имелся. В 1979 году Сариф Азуловна Миржанова в своей монографии «Южный диалект башкирского языка» выступила сторонницей описания сакмарского говора путем деления его на две большие зоны. Первую – юго-восточную, сакмар-суранскую, и северо-западную, и кюшатурскую. Это был очень правильный подход со стороны Миржанова, поскольку удалось добиться системности в описании сакмарского говора южного диалекта. Зададимся вопросом, в чем же видится историческая значимость этой классификации. Все дело в том, что подобный подход Нажибы Харизамана Максютова позволяет заявить сегодня о наличии 4 диалектов башкирского языка – восточного, южного, западного и северного. Таким образом, с учетом результатов исследований Миржановой и Максютовой, в состав северного диалекта могут входить караидельские, танубские, ганинские и среднеуральские говоры, а в состав западного диалекта можно включить нижнебельские иркцы, туксаранские, нижнесакмарские и иргизские говоры. Конечно, все это требует глобального теоретического осмысления и нахождения сильных аргументов в защиту этой позиции. В этом 2020 году исполняется 32 года со дня выхода в свет хрестоматии образцы башкирской разговорной речи, включающие в себя 156 текстов образцов по всем 3 восточным, южным и западным диалектам башкирского языка. Например, по восточному диалекту представлено 28, по южным и западным диалектам, соответственно, 95 и 33 образца. В содержательном плане хрестоматии образцы башкирской разговорной речи имеют большое значение не только в качестве памятника культуры и духовной жизни башкирского народа, но и как свод текстов живого разговорного языка. Здесь представлены сведения по истории Башкортостана, в частности, по истории заселения деревень и сел, о народных традициях и народном творчестве башкир. Этот труд тоже успел получить высокую оценку в 1989 году в 4-м номере того же реферативного журнала
общественной науки в СССР, серия 6 изказаний, был опубликован реферат образцы башкирской разговорной речи, уже знакомого нам старшего научного сотрудника Инион Трошиной. В итоге эта книга, подготовленная диалектологами Башкортостана, очень быстро превратилась в библиографическую редкость. Особо трепетное и ответственное отношение Нажибы Харизамановны к западному диалекту башкирского языка можно объяснить словами другого известного советского языковеда, тюрколога Ахнафа Ахметовича Юлдашева. Кстати, в этом году ему исполнится 100 лет, который очень тонко подметил, что характерный для рассматриваемой группы башкирских говоров процесс интенсивного их взаимодействия долгое время протекал под возрастающим влиянием татарского языка. Эти говоры почти во всех своих характерных чертах оказались противопоставленными остальным и в силу этого не смогли войти в сферу влияния литературного башкирского языка, сформировавшегося на базе двух основных башкирских диалектов. Эти причины имели определенную историческую и политическую основу. Самое главное в том, что Максютову, как и Миржановой, удалось именно на основе системного подхода показать место западных диалектов в систему башкирских диалектов. Благодаря им была преодолена противопоставленность западных диалектов двум другим диалектам башкирского языка, о которых говорил Ахнаф Ахметович Юлдашев. Носителями западного диалекта башкирского языка были такие выдающиеся исторические личности, как Батырша Алиев, Туктамыш Шишбулатов, Исмаил Тасимов. Ярким представителем западных башкир является поэт-просветитель Галис Хурой, великий поэт тюркского мира и просветитель Шайзада Бабич, выдающиеся ученые-филологи Керем Эрган и Ахнаф Харисов, ученый-методист и педагог Мусалия Хайрулина, академик РАН, почетный академик нашей Академии наук Башкортостан Ревнир Ганиев, президент Академии наук Республики Башкортостан, член-корреспондент РАО академик АНРБ Альфиз Гаязов, советский российский ученый-педагог, член-корреспондент Российской академии образования Камиль Ахьяров, народный поэт Башкортостана Ангам Атнабаев, писатель-прозаик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Наиль Кудусов, заслуженная артистка России Рагида Ямбулатова, народная артистка России Башкортостана Зинира Атнабаева, народный артист России Башкортостана Ради Гареев, народный артист Башкортостана солист Башкортской филармонии Филюс Гараев, государственный деятель, председатель Совета министров Башкирской ССР и Башкирской ССР в 1986 и 1992 годах Мурат Миргазямов, герой Советского Союза, министр финансов Башкирской ССР в 1971-1988 годах Шариф Сулейманов, летчик ГАЗ Великой Отечественной войны, дважды герой Советского Союза Муса Гареев. Достойное место в списке западных башкир занимает выдающийся языковой тюрколог, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный деятель науки Башкортостана, доктор филологических наук, профессор, старший научный сотрудник Института языкознания Академии наук СССР Ахнаф Юлдашев. Итак, нами была поставлена задача аргументированно доказать наличие четвертого диалекта, именуемого пока северным. Как видим, первый этап заключался в изучении и анализе имеющейся научной литературы по западному, то есть северо-западному диалекту башкирского языка. Но прежде всего определение роли Максутова в этой области. Второй этап решения этой задачи представляется нам более ответственным и сложным, поскольку потребуется выделить границы северного, западного и северного диалекта башкирского языка, описать систему их изоглос. Вот тут я подумал, говорит, ваша методика, Юрий Викторович, это вот самое то, что мы как раз искали. Вот надо изучить методику, и тогда тут, думаю, результат будет налицо. В данной ситуации статус основных источников, несомненно, будет наделены диалектологической башкирского языка, отдельные тома издания «История башкирских родов», посвященные северо-западным племенам башкир. Теоретическая основа подобных подходов в тезисной форме была представлена Нажибой Харизамовной Максютовой в ее препринте «Лингво-географическое изучение башкирского языка. Диалектологический атлас» в 1983 году. Кроме этого, остается возможность включения других источников. Таким образом, решение обозначенной задачи следует считать основной проблемой башкирской диалектологии. Спасибо за внимание. Ихтибар Рахмат. Да, слушаю вас, Мар. Да. Это не совсем вопрос как таковые, а уточнение к гипотезе Ахнафа Ахметовича. Да. Безусловно, он говорит о влиянии на северные и западные диалекты чего-то татарского, но он это основывает на хористичной методологии. А если мы посмотрим, например, на типы джоканья, то в этой местности «дж» вместо «й» встречается совсем перед другими гласными, чем оно встречается и в соседних татарских, которые почти все джокают перед любой гласной, и в литературном татарском. Потому что в литературном татарском, соответственно, это бывает в некоторых лексемах перед «ы» и перед «э», это обязательно перед «и» обязательно перед
Есть следующего слогана, например, как в слове «мясное дело». А тут это получается совершенно другая система, которая хоть поверхностно, особенно в Нижнеимперском, очень похожа по звучанию на татарскую, но по своей конструкции она совершенно другая. А что касается самой диалектной принадлежности Ахмеда Ахметовича, то по его собственному признанию он носитель местного татарского ровно так же, как его супруга. И вот я понимаю, что это болезненная тема, но наверное, ему как-то надежнее верить, чем другим источникам. Я слышу его речи на башкирском языке. Ну, он говорил на башкирском, хороший, главное, татарского акцента не чувствовалось. Вот очень интересно, просто супруга, она до сих пор говорит, что они дома говорили... Ну да, это да, супруга татарка, да, это понятно, да. Родной это язык, но все равно диалект это северо-западного, и к Сакмарскому относится. Деревня Кальшины, это Кумазинского района. Ну, конечно, вот, сам вот, он тоже интересно. Вот, работа вот у него 68-го года, вот, как раз по западным башкирам, как раз он пишет о языке западных башкир и делает сравнение с татарским языком, понимаете? Вот все-таки это чувствуется, его как раз идея такая. Вот он как раз это проводил в этой работе. Известный такой сборник, диалекты тюркских языков, серия такая, вот 68 года, Фрунзе это как раз вы выпустили. Это как раз в этой работе он так и защищает свои идеи. Это влияние татарского, это как раз на западный, на язык западный башкир повлиял сильно татарский язык и приводит как раз свои аргументированные как раз примеры. Вот это интересно, конечно. Вот мы на эти его идеи основываемся в этой ситуации. Конечно, неправильно сказать, что он не признавал это, а потом уже признал ведь. И вот последняя вот эта книга «Диалекты тюркских языков», там уже совершенно другая у него позиция. Ну, вот. Не совсем совершенно другая, про неотношение современного северо-западного башкирского в башкирский, извините за мою странную формулировку. Там написано, он пишет, что это исторически башкирские говоры, которые претерпели татарское влияние, и поэтому в современности уже являются татарскими говорами с башкирским субстратом, а не чем-то иным. В 30-х годах как раз эта политика татаризации началась. Вот руководство Министерства образования нашей республики, оно начало проводить такую политику, и получилось, что с одной стороны вроде не татары, вроде бы не башкиры, понимаете, что-то среднее получилось. Да. Хотя вот я в свое время еще, когда был студентом, аспирантом, общался с этим поколением, сейчас уже нет, они все говорят, мы башкиры, понимаете. Ну просто это статья 56-го года, конечно, опубликована в диалектах. 68-й, да. Ну, а еще в 80-х годах я еще разговаривал с этими людьми, потом поехал в Краеведческий район с студентом тогда, и еще разговаривал. Мы самые, язык у нас другой, а говорят, мы башкиры. Говорят, ну, изучали, говорят, мы татарский, это то, что изучать татарский, это повлияло это сильно. Да, я в смысле имею в виду вот последнего статья, последний спорте, где диалекты тюркских языков, 2010. Это просто репринт вот очень старой работы, и поэтому там вот такая получается сложная позиция. Он редактировал эту статью, и это там все равно осталось, потому что это не башкирское. Вот, скажем, если возьмем тот же Солюцкий говор, в 1981 году мы были, значит, в фольклорной экспедиции, там, значит, недели две. Значит, совершенно другой был говор. Оказался вот так, в 1997 году, через 16 лет. Смотрю, уже вообще воспринимается по-другому. Там уже появилось то поколение, которое, значит, изучало уже башкирский язык как литературную школу, это, наверное, и тут уже и как раз влияние Башкортостана будет сильным. Уже меняется все. Было потом, в 2001 году, уже окончательно смотрю, там они параллельно, даже вот это окончание множества числа, они свое ставят, еще ставят литературу, понимаете. Вот такие вот, даже это наблюдается, даже поддержка окончания начал наблюдаться. Вот если, скажем, эти говоры, тот же Аргаевский, если Лизигутск по новой исследовать, там много будет очень интересного, понимаете. То есть башкирский накладывается на башкирский, понимаете, это очень интересно. Есть вопросы? Ну вот по западному диалекту судьба, конечно, очень тяжелая. Вот Сарев Фазыл Миржан, другой наш диалектолог, вот она 20 лет ждала выхода своей монографии «Северо-западный диалект башкирского языка», понимаете? Но не пропускали. Говорили, что нет такого диалекта. Уже был такой политический вопрос. В 1991 году она публиковала. Фактически эта книга лежала долгие годы.
Вот тот же третий том, который подготовил Максим Нажапхазаман со своей командой, тоже не могли долго издавать. Чисто случайный факт помог издать этот том. Она оказалась в одной палате с женой тогдашнего директора Башкиркиздата, понимаете? Вот почему. И вот выпустили. А вот не принимали эту монографию. Почему? То есть это словарь. Почему? Потому что не должен Башкиркиздат издавать такие книги, понимаете? Да, вот и политический аспект. Там много таких моментов было, понимаете? Там много таких частных моментов, понимаете, все это тормозилось. Вот это. Вот. А вот тоже Миняриш Дильмухаметов, значит, изучал, он записывал как раз данные, оказался, вот у меня рассказывает, я поехал в Свердловскую область, захожу, говорит, и говорю, вы башкир, вот документы показываю, вот документы по архиву, нет, говорит, мы татары. И дошло до того, говорит, один рассверепел, говорит, снимает ружье, говорит, вставляет патрон, на меня наводит. Я, говорит, не башкир, я татарин. Вот кое-как, говорит, его говорит, был, говорит, такой, говорит, делал. Хотя он собирал материал. Это вообще был риском. Вот, спасибо.